Здравствуйте, мои дорогие любимые, с вами канал Life. И мы решили прогуляться сначала мимо Нижнего пруда, а потом пойти к Верхнему озеру, чтобы побольше пойти пройти пешей прогулкой, так скажем. Вот. Тут, смотрите, птички сегодня прям резвятся. Видите, курицы водяные. Там вот уточки плавают. Сегодня так солнечно, хорошо прям. И не так уж жарко. Вот. Смотрите, сколько. Смотрите, сколько. То ли это ромашка, то ли маргаритка. Ромашка, наверное. Здравствуйте. Да мы гулять пошли. Вот это вот пузыречек, вот этот пушистенький, это вот этого дяденьки. Пузыречек. Эй! Такой он хорошенький. Тибетский пекинес. А вот тут смотрите, какой мохнатка ходит. Уже симпатичный. Наши все приятели. Это наши все друзья. Соседи. И собачки соседские. Это все наши друзья. У нас, видите, как тут около Нижнего пруда. Эта компания собралась, да? У нас есть знакомый мопс Тёма. Маленькие две белые собачки, такие пушистенькие, симпатичные. Вот. Да много всяких. Лабрадор, ретривер. Наш мопс гроза района. Но наш мопс уже не гроза района, а запах района. Как-то попахивать начал товарищ. Надо везти к ветеринару и узнавать, почему от него так несет. Что у него там, гонка, течка, я не знаю. Надо что-то делать с этим. Вова сегодня его мыл. Говорит, смотри, какой он стал беленький, пушистенький, но все равно немножко пахнет. Я говорю, ну, Демитка у нас, значит, в ударе. Запашок еще тот. Ну, а что делать? Это же собачка. Его надо просто сейчас обиходить, как-то понять, что, почему он так попахивает. Он же раньше не попахивал так. Надо понять о нем, что вот он. И предпринять какие-то меры. И все. Просто нужно время, чтобы сводить к ветеринару. А когда? Ну, может, Вову вот напрягу. Да, может быть, я буду работать, а Вова сводит сам, потому что я уже все в мыле. Что-то народу прям поприбавилось, конечно. И в связи с этим вообще ни минуты свободно, ни секунды. Я все время шучу, что у меня 25 часов в сутках. У всех 24, у меня 25. И я обязательно должна каждый день ходить. Если я ходить не буду, ну хотя бы там, ну сколько мы с тобой говорили, минимум 2,5. 2-3 километра, да. Если я ходить не буду, это очень сильно скажется на моем здоровье. Поэтому каждый день по расписанию я живу. И обязательно мы идем гулять. Обязательно. Несмотря на работу, несмотря ни на что. Я должна выделить время. Пусть это будет утро, вечер, день, там, ночь. Но я буду гулять. Вот. И, ну, так давно живем уже, что каждый день мы ходим обязательно куда-то. Поэтому у нас есть канал Life, потому что когда мы ходим, мы снимаем видео. Конечно, что же нам еще вот одной рукой не работать, когда мы идем, почему бы и нет. Главное ведь не отдыхать, да, а чтобы работать всегда, несмотря ни на что. Ну, это тоже отдых. Работа — это тоже определенный отдых, естественно. Нет, даже канал тоже определенный отдых. Ну, так я и говорю, что это и творчество, и работа одновременно, верно же? Да, и отдых. И отдых, точно. Отдых. У меня же напрягается только одна рука в этой ситуации. Какая она, правая вроде бы. Да. Ну, нормально. Ладно, все напрягалось тело, а то ведь рука только. Сейчас погода установилась, устаканилась такая достаточно хорошая, 25 градусов для Калининграда, самая оптимальная. О, самая классная погода, да. Не жарко и не холодно.
Главное, чтобы вот, знаете, бывает такое чувство комфортной погоды, когда тебе совсем-совсем не жарко и совсем-совсем никак не холодно. То есть вот есть такие моменты в этой жизни. Они существуют. Может, в них никто не верит, но они есть. И вот сейчас они прямо сейчас с нами происходят. И мы идем, и нам не жарко и не холодно. Это счастье, я считаю, да, Вова? Давно мы тут не гуляли уже. Как-то ночью в последнее время особо не видно было ничего. Фонари, да, тропинка. Угу. Почистили пруд. Здесь есть специальная такая плавающая машина, которая скашивает водоросли. И все то, что наросло с начала года, по сути, с весны, они подкосили. Причем скашивают в определенные периоды, когда все птицы в основном уже выводят Потомство. своих, да, птенцов из яиц. И чтобы не испугать. То есть здесь есть люди, которые следят за этим, которые разбираются в этом всем. Ну да, у нас тут работают и вот и зоологи, и все эти орнитологи, экологи, я не знаю. Просто кажется так, что вот, что-то там не так, да? А на самом деле это все каким-то законам подчиняется. Просто мы о них не в курсе. Так, ну что, идем дальше. Как красиво отражается здесь, где все. Вообще шикарно. Такие виды. Невероятные, конечно. Каждый день я это практически вижу, но мне не устает даже глаз. Безумная красота. Мы идем сейчас к такому, как Вова называет его, водопаду. Ну или типа водосброса. Я слышу его шум и вспоминаю свой водосброс, дамбу, которая была в городе, где я выросла на Урале. Там у меня жила бабушка. Она жила за городом в этом же городе, но в деревне. У меня было две бабушки, одна в городе жила, другая в деревне. На разных концах абсолютно. Вот. И вот та бабушка, которая жила в деревне, баба Зина, ну, там недалеко было от дамбы она жила. То есть была река, и она перекрывалась дамбой. И там такой шум воды был. Вот прям, знаете, как, не знаю, как большой водопад такой, или, ну, прям шум. Вода таким бурным потоком текла. Ну, и там очень чистая вода, несмотря на то, что это Урал. Вода довольно чистая, там рыба всегда в этой реке водилась. Вот. И очень нравилось смотреть на эту дамбу, на то, как вода шумит. И вот когда идешь к бабушке не через церковь, а вокруг, через дамбу, особенно летом, и шумит эта вода, и ты встанешь, и такое медитативное состояние, просто смотришь, как будто в пространство. И вот эту воду просто, не знаю, смотришь, слушаешь. Это было всегда очень увлекательно в детстве. И в подростковом возрасте. Или когда мы с мамой из другого города приезжали на автобусе, мы вылазили, около дамбы была остановка автобусная. И вот идешь с мамой, а вот этот шум воды, бурлеж такой стоит, воздух наполняется и ветром, и брызгами. Было очень интересно. В каком бы городе я ни была, где бы ни жила или не ездила, я не видела больше эти дамбы. Никогда. И вот только здесь я увидела вот такой вот тоже водосброс. А так это все в основном то где-то далеко за городом, то еще как-то, но я нигде прям не видела даже дамбы большие. А там большая дамба была, там гидроэлектростанция стоит. И раз это гидроэлектростанция, конечно, нужна эта дамба и нужна вот эта вот бурная такая вода, река вот эта. В общем, было здорово. А еще вы знаете, там леса вокруг. А сам город находится в чаше вулкана.
Про это очень много рассказывали всегда в школе. Хотя городок очень маленький. Его часто называли маленькой Швейцарией. Видите, вот тут тоже есть водосброс. Так шумит. А нам теперь нужно подняться в горку. Чтобы перейти на верхнее озеро, потому что мы нижний пруд прошли. Сейчас мы пойдем на верхнее озеро. Тоже музей янтаря. Тут ларечки с разными сувенирами. Мы сейчас пойдем гулять вокруг озера. Ветерок. Наверное, вам шуршит в камеру. Какая красота. Ух, какой ветер сегодня. Пойдем тоже туда. Красивенько. Территория зеленого вала открыта для посещения. Красиво! Ура! Ух ты! Здорово! Пойдем. Ты про солнечный камень, он с другой стороны. Мы в прошлом году здесь гуляли, желуди собирали. Да, было дело. Желуди собирали, да. Ну, что здесь очень хорошо, мне нравится гулять. Я просто редко сюда хожу, далеко уже обходить озеро. Вот. Много нужно времени. Здесь еще нужно погоду хорошо подгадать. Да, чтобы было не жарко и не холодно. Да. Вот эти небольшие дни такие редкие, да. И мы выбираемся. Да. День рождения у тебя, что с этим алкоголем было? Как Такая солнечная дорожка. Обычно на море можно часто такое увидеть во время заката. Но вот у нас такую дорожку можно понаблюдать и на верхнем озере. Мы идем против солнца, практически ничего не видно. Чего? Куда обратно? Вокруг озера мы идем, милый. Посидел на лавочке и говорит, ну что, пойдем обратно? А то, что мы пошли вокруг озера, это фигня. Все, отдохнул немножко, у тебя нога болит? Нет, нормально. Нормально все. В общем, сижу и вспоминаю, какие я города увидела, самые необычные в своей жизни. Вот сейчас буду рассказывать, пока идем. В общем, самый, который город меня больше всех поразил, это два города. Положительно поразил и немножко отрицательно. Вот положительно меня поразил город Сим, Челябинская область, на границе Челябинской области и Башкирии. Ну, просто невероятно. Вот кто из Сима или кто видел этот город, пишите. Кто был там, пишите. Ты едешь, особенно если летом, ты едешь в горах, так дорога петляет. И тут ты взбираешься на гору все выше, 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 выше.
А потом очень крутой спуск на автомобиле едешь, очень крутой спуск, и ты спускаешься в долину до такой степени вниз, что закладывает полностью уши. И ты видишь город полностью подернутый дымкой, особенно если утро раннее, полностью вот так подернутый дымкой, и только еле-еле фонари видно, вот что-то там, да, какие-то очертания. Но сам город не видно, он скрыт туманом. Это настолько красивый город, вот эта долина Сим. Она просто, ну, невероятная. Я не знаю, это, я когда увидела, это красивее, ну, ничего, наверное, в жизни я не видела. Я люблю море, я море считаю самым красивым в мире. Но когда я увидела этот город, скрытый в тумане, ранним утром, вот эту долину, это было что-то потрясающее. И вот, ну, нигде я, вот больше, где мы ездили, а мы очень много ездили на автомобиле с бывшим мужем, и я нигде, ну, такой красоты, конечно, вот невероятной не видела. А неприятно поразил меня раз и навсегда город Карабаш. Тоже, главное, Челябинской области. Слышали ли вы об этом городе? Пишите, может быть, вы оттуда. Мы туда приехали. Почему? Мы поехали на озера, на Челябинские озера. Они так и называются, Челябинские озера. Ну, их там много разных там названий. Вот. Я даже не помню, на какое мы ездили, если честно. Ну, сейчас, если, конечно, открыть название Челябинских озер, какое-то из них я найду и вспомню, что мы там и были. Мы поехали на базу, на турбазу. Там был отель, какие-то лодочки, там велосипедики, там самокатики, электромобильчик. Вот, мы отдыхать поехали всей семьей на машине, как всегда. И ехать пришлось через город Карабаш к этим озерам. То есть в нашей Свердловской области мы въезжали в Челябинскую и ехали в Карабаш. Ну, он меня очень поразил. Вот я сейчас вам покажу в телефоне. Можете открыть тоже у себя в интернете и посмотреть, как выглядит этот город. Вот смотрите. Не знаю, видно, не видно, сверкает, не сверкает. Как тенек того. Видите? Все цвета радуги. Экология настолько все там, что все цвета радуги. В воде вода красная текла и всяко-всяко. Это было ужасно, ужасно. Он меня поразил. Про это, вот, Карабаш, самый грязный город планеты. Про это есть видео даже. Правда, 2013 года, но это не важно. Это реально так. Это реально так. И там уродств при рождении, говорят, невиданное количество. Просто невиданное. От экологии, от нарушенной. И мы, когда въезжали в этот город, мы видели невероятной высоты, как горы, фиолетовые отвалы от предприятия, загрязняющие, естественно, окружающую среду. Потом мы дальше поехали, мы увидели красные ручьи, красную воду, все цвета радуги на почве. И я боялась даже ступить на эту землю ногой. Настолько было страшно. Там есть огромная гора, и на ней стоит крест «Спаси и сохрани», потому что кроме как на Бога, больше там ни на кого не надо надеяться. Но это все сделали люди. Они сделали это своими руками. И вот контраст, да? Вроде как одна область, а такие разные города. Почему? Потому что где-то есть градообразующие вредные предприятия, а где-то их меньше, или где-то их нет. Или они не такие ядовитые. Вот и все. Раньше про Нижний Тагил много говорилось, что там есть снег всех цветов радуги, фиолетовый, розовый, голубой. Это правда. Это чистая правда. Сейчас, может быть, там фильтры уже поставили, но все-таки Свердловская область, конечно, отличается. И Челябинская, ну вот, загрязнением окружающей среды. Это правда. Но когда я это вижу своими глазами, это совсем не то, что если бы, ну вот я вам это рассказываю, или когда бы мне это рассказывали. Это не так, как ты это видишь. Поэтому рассказывайте те, кто были там. Приятный сегодня вечер. Время 7:30 уже. Скоро мне работать.
Мне очень нравятся плавучие машинки на озере. Катамараны. Люди крутят педали и плавают. Это очень хорошо. Возможно, когда приедет мама, еще будут плавать. Ну, хотя, не, может и нет. Это все от погоды зависит на самом деле. На них достаточно сложно плавать. Да, а Вова с Максимом попробовали, не смогли. У нас на полчаса вдвоем хватило. На 5 минут. Нет, полчаса Да, мало. на 5 минут. Ну, полчаса крутили. Да не полчаса вы там крутили. Полчаса. Мы на час взяли, оплатили, и полчаса нас хватило сил. А потом все. А потом все. Вот это место очень красивое. Мне оно нравится. Так идешь и прям такое, даже, как, ну, знаете, таинственное что-то. Заходишь под большое дерево. Видите, какое оно? Такое приятное чувство. Там еще одно большое дерево. Здорово. Так тихо, так спокойно гулять. И вы с нами гуляете. Те, кто в других городах находятся, можно погулять в Калининграде вместе с нами. Видите, как мы на мост уже подходим. Видите, тут девочки сидят. Парочки ходят. Да, много людей ходит. И не просто на пикник, а вообще просто вот. Здесь сидят, лежат. Да, да. Потому что на улице благодать. Приятно же, вот когда, ну, такая погода, что можно просто сидеть, медитировать, отдыхать, радоваться, общаться. И вот тут люди все расположились для этого. Играют, вино вот кто-то пьет. Здорово. Сегодня же пятница. 30 июля сегодня, да? 30 вино пьют не как из бутылки, а бокалы. Да, романтик устроили. Училась. Шнурочки развязались у тебя. Я пока поснимаю тут людей. Здорово. Хорошо. А потом чай. Иду и это вспомнила, как сегодня мужа своего напрягла, измучила, чтобы он пошел в магазин за вафельками. Вот эти. Потому что я очень хотела вафельку. Не знаю почему. Никакой, конечно, беременности речи не идет. Не надо тут мне это писать, терпеть не могу. Вот, потому что я не собираюсь заводить детей, у меня есть. Вот. Но вафельку мне очень хотелось вафельку. Бывают такие вот, знаете, моменты, когда чего-то, ну вот прям там шоколадку хочется, вафельку или, не знаю, апельсин. То есть это бывает не обязательно, когда у людей беременность, понимаете? Это бывает просто в жизни. И, в общем, я вспомнила, что, ну, когда я вспомнила, что я его напрягла, что в детстве, когда я была маленькая, вот у нас только начинались ларьки с всякими жвачками, сникерсами, марсами, твиксами, там баунти, всякие пакетики были с шипучками, ну все, юпи. Помните, юпи растворяли в бутылке, чтобы попить вместо газировки? Были газировки, конечно, такие, дюшес, там, тархун. Что? Фанта. Нет, еще тогда не было никакой. Я помню 90-й год, 89-90 в Киеве фанту пили. У нас не было, не помню этого. Ну, Но у нас были буратино, лимонад, вот, всякие вот такие вот. И были пакетики с юпи, которые мы растворяли в полторашке с водой, разводили, а иногда жрали из пакетика. Ну, не знали мы, что это вредит печени или еще чему-то. Мы просто ничего не знали, реально. И вот пошли эти ларьки, магазины, шоколадки, модно было. Там кто-то, ну, сигареты, естественно, все вот эти вот в ларьках все это продавалось.
Вот. Но мы не малышня, уж что, подростки. Очень интересовались шоколадками особенно. И так получилось, что мой папа однажды дал мне много денег. Ну, много. И что вы думаете, я ведь купила блок сникерсов. Я его купила. Но я не помню, как я его сожрала. Я не помню, кто его жрал. То ли мои друзья там со мной, то ли я просто собака. Я не помню этого. Но я помню вот этот момент, как я купила целый блок сникерсов. Их там, по-моему, 24, что ли, штуки было. О, это был номер. И на всю жизнь вот я это запомнила, что мне дали много денег, большое количество, и что я купила целый блок сникерсов. Я не знаю, я не помню, как я их ела, я не помню. Я сейчас, мне кажется, один-то сникерс, может, раз в месяц я могу там. Но тогда я была еще, там, мне лет, наверное, 10 было. Расскажите, покупали ли вы в это время, в 90-е, всякие вот такие штуки блоками? Блок жвачек, там, блок сникерсов. Вов, ты покупал блок? Да, дело было в городе Черноморск. Раньше он Ильичевск назывался, сейчас Черноморск. Это город-спутник в Одесской области. И там очень много было моряков, которые приезжали, которые покупали в Турции шоколадки, жвачки. И когда они не в рейсе, выходили самостоятельно на рынок, либо там жен садили, бабушек, дедушек, и вот они все торговали этим. И помню, как мы в детстве приехали, по-моему, черешню продали, и как-то получилось, что родители купили нам блок турецких шоколадок. Они очень тонкие были, но для нас это было тогда очень вау. Круто было, да? Да. Тогда же что, нормального шоколада не было после развала Союза. 92-й, наверное, год, 3-й. И Турция вот тогда открылась для нас. В основном для моряков, хотя были челноки, которые ездили, закупались, но как-то так, в основном мимо это прошло меня. Мы возле места, где прятали призы наши. Там же их уже нет. Их уже нет, да. Я залезла. Такие очаровательные столики вообще. Ну что, сидим, это даже, по-моему, не к кафешке относится. Прикольно, да? Угу. Здорово. Такой красивый закат у нас на Верхнем озере. А мы уже идем домой. Да, Работать. у нас работа, поэтому, к сожалению, много снять сегодня не получится еще. Я думаю, что мы и так очень много сняли, так что все хорошо. Сейчас уходим в закат. Да.